Для торжественного закрытия регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2023» учащиеся подготовили яркие и оригинальные номера. Так, школьники в образах известных писателей и поэтов рассказывают присутствующим, какую важную роль играет педагог в жизни любого ребенка. Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело. В этом году конкурс имеет особое значение для учительского сообщества нашей страны, так как проводится в год наставника и педагога. Изначально конкурсантов от нашего региона было 7. Каждый из них стал лучшим на муниципальном уровне. После 3 отборочных туров в финал регионального этапа вышло 5. Интеллектуальные состязания в рамках конкурса, как признается Хава Дударова, были непростые, но очень интересные. Конкурс был очень интересным, познавательным. В этом конкурсе я узнала очень много для себя, набралась опыта, так скажем, так что весьма удачно я поучаствовала, так скажем. Что у вас были за испытания? Испытания были разные. Был урок, был разговор со школьниками, мастер-класс, вопрос учителя года. И вот много всего, но больше всего мне понравился мастер-класс, где я могла показать что-то как химик. Ну, во-первых, я многому поучилась у своих коллег. Также, конечно же, все участницы конкурса были очень сплоченные и поддерживали и меня в целом во всем, и я тоже, мы в целом друг друга поддерживали. И, конечно, у меня только положительные эмоции относительно участия моего в данном конкурсе. Участие в конкурсе позволило приобрести новые знания, услышать ценные советы от более опытных коллег из Арети Боковой. Предмет биологию в 3-й Карабулакской школе она преподает уже 8 лет. Кроме опыта, этот конкурс подарил ей и новых подруг среди участниц. С девочками мы очень сдружились. Каждая конкурсантка очень хороший преподаватель, педагог, и у каждого было чему поучиться. Я очень рада, что именно с ними я встретилась на этом конкурсе. Волнуетесь? Сегодня же объявят итоги. Честно говоря, на конкурсных испытаниях волновались гораздо больше, чем сегодня. В любом случае мы будем рады любому результату, пусть тот, кто выиграет, достойно представит наш регион на всероссийском уровне. Поддержать участниц и наградить победительницу, которая представит наш субъект уже на всероссийском этапе, приехали почетные гости. В их числе сенатор Мухарбек Барахоев, председатель правительства Владимир Сластенин и вице-премьер правительства и министр образования региона Эйсет Бокова. Безмерная благодарность нашим педагогам-ветеранам за то, что вы десятки лет растите наших детей, не уставая в этой очень тяжелой, но благородной профессии. Спасибо вам за то, что растите вот таких прекрасных специалистов. Уверен, как раз-таки один из факторов, который помогает нашим конкурсантам и в будущем выходить на конкурсы, как раз-таки ваша профессия, ваш труд, ваши знания, ваша смелость. Сегодня лучшие из лучших, кто вышел в финал, сегодня будут награждены представлять нашу республику в верхних эшелонах сражений. Но самое-то главное в этих конкурсах – это то, что педагоги обмениваются своим опытом. У каждого есть опыт, он там в одном селе, в другом, но изюминку все принесли сюда. И это здорово, что в течение года вы многому друг у друга научились. Поэтому, наверное, спасибо вам за это, еще раз поздравляем с окончанием и вперед, дальше, выше. Хочу пожелать всем конкурсантам, вернее победителю уже нашего конкурса, для достойного участия, представления нашего субъекта в Российской Федерации на самом высоком уровне. Я вам желаю удачи. Я хочу, чтобы ваших уроков ждали дети. Я хочу, чтобы у вас были благодарные дети, которые будут помнить о вас много-много лет. Всероссийский конкурс проводится с 1992 года Минобрнауки страны, Общероссийским профсоюзом образования и учительской газеты для выявления, поддержки и повышения престижа труда учителя. Торжественное закрытие проходит в лицее Магаса. Здесь же на его базе были организованы интеллектуальные соревнования для конкурсанток. Так что удачи в работе и дальнейших успехов педагогам желают и учащиеся. Я бы хотела пожелать, чтобы они также успешно продвигались дальше, чтобы у них было все хорошо, и у них все получалось хорошо, успешно, и у них было очень много достижений. А ты бы? Я хочу пожелать, чтобы у них все было хорошо, отлично, чтобы они всегда были такими хорошими, как и сейчас.
Желаем им. Коммуникативность, творческий подход, информационная и языковая грамотность – это лишь несколько критериев, по которым оценивали конкурсантов члены жюри, в составе которого опытные педагоги. В их числе и почетный работник Российской Федерации, заслуженный учитель Ингушетии Наташа Муталиева. Оценивали наших конкурсантов мы очень строго. Каждого индивидуально рассматривали, кто как может себя представить на этом и на других этапах этого конкурса. Конечно же, девочки в этом году очень сильные. Конкурсантки, 5 участниц у нас, молодые, что очень радует, подтянулись к этому конкурсу. И девочки очень достойно, очень серьезно подошли к этому конкурсу. После официальной части наступает момент подведения итогов конкурса. Призерам вручают памятные дипломы и подарки. Победителем же регионального этапа становится Зарета Бокова. Ваши аплодисменты. Радость от полученной награды и волнение перед предстоящим всероссийским этапом. Так описывает свои впечатления от победы конкурсантка. Для меня это, я до сих пор в небольшой прострации, честно говоря, нахожусь, до конца не осознаю, но очень надеюсь, что я никого не подведу и достойно представлю наш регион. Поздравляют с победой Зарету Бокову ее ученики. Они же уговорили ее поучаствовать в конкурсе и вселяли уверенность в выигрыше на всех отборочных этапах. Она не просто учитель года, она учитель века, действительно. И даже та подача информации, знаний не сравняется с тем, как она нас всегда поддерживает. И за это мы ей говорим огромное спасибо. И она действительно достойна этой победы. И этот конкурс даже не говорит о ее навыках настолько хорошо развитых и о ее умениях, потому что это действительно очень значимый для нас человек. В планах у Зареты Боковой подготовка ко всероссийскому этапу. Он пройдет в сентябре. В рамках 3 отборочных туров конкурсантов ждут мастер-классы со школьниками, участие в педагогическом диктанте и многое другое. Победителя объявят в Международный день учителя 5 октября. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.